Причина, по которой Министерство обороны России забирает так много представителей этих национальных меньшинств. Потому что, очевидно, они говорят, что русским психологически очень трудно убивать украинцев. Потому что мы такие же. Мы такие же, к тому же, это очень близкие народы, как всем известно. У нас почти один и тот же язык, одна и та же религия, столетия и столетия общей истории. Но если это кто-то из другой культуры, очевидно, это проще. Вот что мне вчера сказала эта коллега. Я никогда не думал об этом прямо сейчас. Для меня это были в основном экономические причины, но теперь, когда она сказала мне об этом вчера, я тоже начал думать об этом. Чеченская демократическая партия разоблачает намеренную ложь хорошего русского Владимира Кара-Мурзы и аргументированно объясняет, почему именно русские, а не порабощенные ими малые народы, исторически занимали ключевую роль и охотно шли, как и сегодня, убивать украинцев, уничтожать их, захватывать их территории и имущество. Ни языковые, ни культурные, ни ментальные, ни родственные, ни какие-либо иные связи не останавливали их в этом. Русские, исторически пользуясь практикой перекладывания ответственности за ведение имперских захватнических войн и уничтожение целых соседних народов на порабощенные ими малые народы, полностью бесправные в России, тем самым уходят от полной ответственности за совершенные преступления. В итоге развязанных ими войн по захвату чужих государств, они всегда делают крайними насильственно используемые в своей имперской политике малые народы, тогда как сами неизменно пытаются выставить себя бедными жертвами той системы, главными исполнителями которой по факту и являются. Роль русских в имперской экспансии, царский период. Русские, как титульная нация, были всегда ядром имперского проекта. Именно русская армия, русское чиновничество, русская православная церковь, как главная опора русской империи, занимались насильственной ассимиляцией украинского народа. Украинские территории, Гетманщина, Слобожанщина, позже правобережье, именно русскими интегрировались в Российскую империю насильственно. Ликвидация автономии после Мазепы, 1708 год. Запрет украинского языка, Валуевский циркуляр, 1863 год, Эмский указ, 1876 год. Роль русских в советских репрессиях, включая Голодомор 1932-1933 годов. Русские, как самая многочисленная группа в СССР, были основной рабочей силой советского репрессивного аппарата. В руководстве НКВД, партийных органах, военных трибуналах в большинстве своем преобладали русские. Насильственную коллективизацию в Украине, как основная движущая сила Советского Союза, проводили именно русские. Именно поэтому европейским политикам не следует обманываться и не верить ни единому слову так называемой русской оппозиции, которая по факту не является никакой оппозицией, а засланной агентурой русского Кремля, чтобы заниматься такими подменами понятий, какими сейчас на европейских политических площадках занимается хороший русский Владимир Кара-Мурза.